Audio Jungle. Вітаю вас, сябры, на ток-пляцоўцы медыапрасторы. Я журналістка Ларыса Шчыракова, і мы сёння распачынаем цыкл інтэрв'ю асобы пратэстаў. Сёння ў нас у гасцях першая асоба, жанчына, і гэта не выпадкова, Святлана Кароль. Вітаю, Святлана, і вельмі рада цябе бачыць у сябе ў гасцях на ток-пляцоўцы медыапрасторы. Без перабольшвання тебе можна назваць асобаю пратэста, калі, я думаю, што калі людзі чуюць твоє прозвішча Святлана Кароль, яно неяк у іх асацыіруецца з пратэстамі. І ты была заўважна падчас пратэстаў, ты была актыўная падчас пратэстаў, ты давала шмат інтэрв'ю, ты падверглася шматлікім рэпрэсіям. І таму пра ўсё гэта мы паразмаўляем, што цябе прывяло на гэтыя пратэсты, як ты себе там пачувалася, як ты знайшла там свой фармат, сваю ролю вызначыла. І пачнем мы з таго, што не з самого пратэста, а з перадвыбарнага перыяда. Скажы, ласка, ці цікавілася ты самой выбарнай кампаніяй, якім кандыдатам ты сімпатызавала, якія табе не падабаліся? То бок вот то, што адбывалася, ну, скажем так, з мая 2020 года. Спасибо за приглашение. Для меня очень большая честь. Но, честно говоря, я себя не ассоциирую вот с этим таким революционным штампом особы протеста, поскольку я уже несколько лет, как известно, тебе, Лариса, занималась, продвигала интересы гражданского общества. И что касается выборов, что касается протестного движения, то все это и есть продвижение интересов гражданского общества. То есть это как бы логичное продолжение того, чем я и занималась. Что касается предвыборной кампании, конечно, в этом году все мы очень сильно удивились и обрадовались тому, какие интересные и яркие появились кандидаты в президенты. Я внимательно очень присматривалась к каждому из них. И, конечно же, мы знаем, что мы выбираем человека. Это было интересно, была харизма человеческая, позиция человеческая, судьба человека. Я присматривалась к Цепкало, Сергею Тихановскому я отдаю очень должное, но он не был моим кандидатом в роли президента. Конечно же, я и вся моя семья, мои родственники, люди, с которыми я общаюсь, мы выбрали для себя Виктора Бабарика. У двух словах литерально, чему Виктор Бабарика? Мне кажется, что Виктор Бабарика вот в настоящее время олицетворяет собой такой образ настоящего успешного белоруса. С одной стороны, он приятный человек, который обладает нравственными ценностями, которые и мне созвучны. Это ценности семьи, это ценности семейных традиций, это ценности любви к своей родине, желание сделать что-то полезное для Беларуси. Кроме того, для меня показательным является то, какие у него дети. То есть состоятельность его как отца тоже очень интересна. У него замечательный сын, замечательная дочь Мария, Эдуард. Это прекрасные дети. Это говорит о том, что он смог вложить в своих детей свои идеалы. И для меня все вот это вот все вместе явилось. Ну и его вот такая отдельная, мягкая, приятная харизма человеческая, его интеллигентность, образованность. Это все то, что хочется видеть вот в руководителе нашей страны. Ты помянула, что вот как-то Сергей Тихановский не зашел. Чему? Я не могу сказать, что он не зашел, но Сергей порой использовал те же методы, которые использует и нынешняя власть. То есть даже его вот предвыборный лозунг о таракане, я считаю, что он несколько выходит за рамки такой политкорректности. Хочется уже в конце концов принести в политическое поле политкорректность, которая сейчас... Да, вот несколько хулиганистый, да, несколько рисковат в моем понимании. Хочется, чтобы это уже в конце концов был человек интеллигентный, корректный, который контролирует свои эмоции и знает, что деликатно нужно сказать на публику, а что может быть там где-то. Все мы говорим там и даем характеристики тем или иным персонажам или власти, очень всякие, скажем так. Но на публику немножко можно быть сдержаннее, мне так кажется. Ну, я думаю, что в якости тарана да. он спокойно мог. То, что он
поднял вот это все. Мобилизовал людей, Да, да? мобилизовал. Он герой. Однозначно. Сергей Тихановский, я очень горжусь, что связана его жизнь и с Гомельщиной в том числе, и что много... Вообще, да, что он наш земляк. Очень горжусь этой семьей, Сергеем Тихановским, и там впоследствии, может, мы будем разговаривать про Светлану Тихановскую. Вот. И он свою роль сыграл. То есть каждый, и Цыпкало, и Бабарыка, Тихановский, они сыграли каждый свою роль. Такой отсечкой моей деятельности, так сказать, если можно это назвать, в рамках избирательной кампании. Это был такой пост на Фейсбуке. Он, наверное, появился в момент, когда началась большая очень агитация за бойкот выборов. Посты многочисленные Мацкевича я читала. И все я обдумала и написала пост большой на Фейсбуке, почему я иду лично голосовать. Ну тогда Да, этот был большой пост, что это я знаю, что мой голос может быть украден, да, я знаю, что выборы могут быть сфальсифицированы, да, я знаю, что скорее всего так произойдет, но за это будут отвечать люди, которые это сделают. Я же голосую против того, что людей задерживают в очереди магазина, против того, что люди со своей позиции оказываются в тюрьме, против того, что человек, успешный бизнесмен, как только сказал, что он будет кандидатом в президенты, он оказывается преступником, оказывается в тюрьме. То есть, вот там все это я озвучила, собрало очень много лайков, там более 1000 репостов этот собрал, и так вот я для себя сделала такую отсечку. К сожалению, в июне месяце я перенесла операцию и немножко, так сказать, была, только лишь наблюдала. И не вошла ни в один. У меня было большое желание. Я была на встрече с Бабарыкой, когда он приезжал в Гомель. У меня было большое желание войти в его штаб и в качестве волонтера собирать подписи. Свою подпись я отдала. Одной из первых мне девочка сообщила, которой я приехала, отдала подпись. Вот. Но, к сожалению, выбыла. У меня было такое большое желание, чтобы женский штаб объединился. И я лично связывалась с Марией Колесниковой. Неоднократно ей писала и ей говорила, мы с ней общались непосредственно, что нужно объединяться женщинам, что женщины должны объединяться. И я так была счастлива, когда это состоялось, когда этот триумвират прекрасно выступил. Вообще я являюсь большой поклонницей женщин, которые приходят в политику, и считаю, что женщинам нужно быть уже в политике, потому что мужчины заигрались в свои войнушки все эти. Пора уже навести порядок так деликатно по-женски. Вот. И в тот момент, когда Светлана Тихановская объявила дату, когда она будет в Гомеле, конечно же, я сказала своей семье, что, извините, но я не могу это пропустить. Я нагадаю, што Светлана Тихановская ў гэты дзень была спачатку ў Жлобіне, потым у Рэчыцы, і ўвечары гэта быў Гомель. Да, я уже наблюдаю. Вот. И было очень волнение, что как-то маловато, людей, что в Гомель сейчас попозоримся, придут, не придут, но мы же, Тихановские же наши, мы же должны. И буквально очень быстро, больше. И столько людей, очень много людей. Я там на крылечке этого дворца на Юбилейной примостилась, очень близко. Там среди глухонемых так пристроилась, увидела много очень знакомых лиц, и гомельчан, активистов, и много фотографов знакомых. Что ты отчула, когда ты натоўп? Очень была счастлива, что столько пришло людей, и была очень рада видеть знакомых людей. Среди этих людей, которые как бы порядочными людьми являются, в моем понимании. Я была рада, что да. Вот. Как всегда, я была очень рада видеть своих бывших учеников. Меня это всегда очень вдохновляет, что ученики бывшие, что я с ними на одной стороне, и что они порядочные люди. Я считаю, что все люди, которые сейчас на стороне добра, это порядочные люди. Не будем там никаких политических употреблять терминов, а это просто, в моем понимании, порядочность и непорядочность. Вот так вот. И все, черное и белое сейчас в этот момент. Вот. И выступление самой, мне очень интересно было наблюдать, как меняется Светлана Тихановская, какие были робкие ее выступления на YouTube, первые ее какие-то стримы, какие-то ее
такие вбросы информационные. И постепенно я видела, что она работает над собой. Мне очень нравилось, что эта папка у нее перед ней есть. Это очень нормальный, цивилизованный подход, не придумывать на ходу, а подготовиться. И все ее тезисы очень хорошо заходили. И я видела, как ее вдохновляет в конце, когда заиграла эта песня «Разбуры турмы муры», мы все знаем, что это Сергей Тихановский тоже ее исполнял, эту песню. Ее вдохновляет, как все подхватывают, когда эти все зажглись фонарики, когда все вот это вот огромное человеческое море, очень много людей было и очень просто космические впечатления. Ну, немножко я повздорила с представителями государственной автоинспекции, была очень сильно возмущена, написала потом по следам этого мероприятия открытое письмо председателю городского исполнительного комитета, потому что Макушенко исполнитель, и ГАИ это исполнитель. Я была очень возмущена, что такое большое мероприятие. Маленькая пляцовка. Площадка, ладно, но то, что не было перекрыто движение транспорта, то, что ехали маршрутки, ехали рейсовые автобусы, ехали здесь прямо через толпу, люди там стояли, люди здесь стояли. Да, я видела, что очень много сотрудников ГАИ, много очень было задействовано, они там через столько-то метров стояли с этой стороны и с этой. Я подошла и начала очень говорить, ну что это такое? Ну это же массовое мероприятие, городское, согласованное. Почему так наплевательски? Света, ну наступил час Х, наступила 9 жніўня. Што ты рабіла? Ці была ты ў назіранні, ці вечары выходзіла, не выходзіла, признавайся? Я за да, уже можно, да. Ну, не факт. Ну да ладно. Значит, я зарегистрировалась на платформе «Честные люди» в качестве наблюдателя. Собиралась всю неделю быть наблюдателем, прошла обучение, посмотрела обучающие видео, все как положено. Собрала подписи, да, но я была не в Гомеле все равно все это время. Вот. И так получалось, что я могла быть наблюдателем только в основной день. Только в основной день, в воскресенье, 9 августа. И придя вечером на избирательный участок, меня не зарегистрировали, сказали, что ну все, занято. Вас тут не стояло? Да, занято. Вот. Ну и утром пошла на выборы с дочерью, мы пошли вместе. Сын приехал из Минска, он в Минске работает, но голосовал здесь. Мы с ними пошли в колледж народных художественных промыслов на 8-й Иногородней, это мой участок. Проголосовали, и я видела независимого наблюдателя, который сидел на скамеечке у входа. Видела людей, которые пришли с белыми браслетами, мы тоже, конечно же, пришли с белыми браслетами. Видела людей, которые складывали особым образом бюллетени. Хочу сказать, что председатель комиссии, никто не препятствовали фотографировать бюллетени, не препятствовали складывать каким-то образом. То есть все проходило очень спокойно, очень мирно. Вот. Ну и вечер, и сразу после выборов меня тут же увезли, супруг, мы тут же уехали за город, все, и исчез интернет в эти дни. Ну, я подключилась там как бы через VPN, все вот эти дела, все, приложение там особое было. И картинка не везде шла, но постепенно начала проявляться картинка. Это, конечно, был такой шок. Не нужно описывать чувства, которые испытала я, потому что такие чувства испытали мы все. Но одно из самых больших потрясений для меня было увидеть цепь ОМОНовцев, фотографию цепи ОМОНовцев на улице Советской города Гомеля. Это просто за гранью моего понимания. Вот. И я не понимаю, как руководители города допустили вот такую жестокость и такое количество ОМОНа в нашем городе. Мне это непонятно. И поэтому потом, когда вернулась, я сказала, что все, я не могу. Я вернулась в город, больше не стала уезжать. И появилось у гомельских активистов появилось стремление
написать обращение областному совету, и тогда еще мы это, так сказать, координационной радой мы это еще не называли, а просто это НКОшники, активисты, я не буду называть никаких фамилий, потому что, ну, как такое, вы же понимаете. Вот, то есть ребята предложили, мы собрались и решили, что мы напишем обращение, соберем подписи под это обращение всех активистов, которые известны гомельчанам, за которыми стоит какой-то коллектив людей, это НКОшники, это и общественно-политический центр на Полесской. Вот, и нас там собралось, наверное, за 30 человек где-то, которые поставили подписи. И требования, которые написали мы там, они были стандартные для всех белорусских требований. Это освобождение срочное всех политзаключенных, это назначение новых выборов и привлечение к ответственности людей, которые виновны вот в этой жестокости произошедшей. Света, ну вядома, што у нас няма мясцовага самакіравання, уладу мы не выбіраем ні на кім узроўні. І нават фармальна, да, калі що прэзідэнта мы фармальна типа выбіраем альбо парламент, то мясцовую уладу мы нават фармальна не выбіраем. Які быў сэнс звяртацца да людзей, якія былі непасрэдна прызначаны Лукашэнкам, які быў сэнс да іх звяртацца? Рассуждали на эту тему, спорили, думали, но в любом случае мы пришли к выводу, что диалог нужен, но попытка диалога должна быть. И, во-первых. Во-вторых, мы, как представители гражданского общества, должны обозначить себя, что мы есть, что мы по-прежнему представители гражданского общества, и что мы на стороне народа находимся. То есть вот этот момент, что мы должны были обозначить себя. Света, ці правильно я разумею, что все-таки координационная рада это такая структура, ну или громадская инициатива? Я не могу, не структура, это общественная инициатива. Якая все ж таки, за якой стоит протестный рух в Гомельце? Да, то да. Есть, как бы артикулировали, что хочут протестовцы, огучивали это. Безусловно, да. Светлана, я памятаю, что особисто ты огучивала патрабаванне, агучвала гэты спіс, які вы склалі, патрабаванне да ўладаў, гэта было каля аблвыканкаму на гэтай пляцоўцы нулевы кіламетр. Скажы, калі ласка, якая была реакция людей, вось, что для тебя был этот выступ? Ну, перед этим выступлением была женская цепь солидарности, которая вслед за Минском образовалась в Гомеле. Я, конечно же, в ней тоже принимала участие. Это было очень красиво для начала, скажем. Красивые девушки, женщины в белой одежде. И мы прошлись. И вот в этой цепи, разговаривая, у нас родилась идея написать обращение женской общественности города Гомеля, на следующей цепи собрать подписи, реальные подписи. И я озвучивала именно вот это воззвание женщин города Гомеля о прекращении насилия, о освобождении, о наказании. То есть именно вот эту часть я озвучивала. И предложили мне девушки сами, что нужно хорошо озвучить. Но у меня есть опыт, так сказать, все знают, что у меня есть опыт публичных выступлений, поэтому я, конечно же, с удовольствием. Для меня была большая очень честь. Было очень интересно, потому что я знала точно, что в это время, когда мы пришли вот к этой площадке нулевой километр, что сотрудники облсполкома, конечно же, находились на своих рабочих местах. Я видела, как подходили они к окнам, как там жалюзи раздвигались, и что они смотрели, что они слышали, и что я старалась очень громко говорить. И в этот же день мы озвучили вот это воззвание Координационной рады. Они между собой, конечно же, перекликаются, потому что, ну, как все требования одни и те же до нынешнего дня остаются одни и те же, и ничего иного не может быть. Пачалі адбывацца пратэсты. Самы масавы был 16 жніўня, калі там, ну, па розных падліках ад 10 до 20 тысяч удзельнічала. Ці брала ты удзел? Что адчувала? Я приехала к новому универмагу на велосипеде, и дальше уже я ехать не могла, потому что по тротуару шло столько очень много людей. Я, конечно же, присоединилась к этим людям. Это был замечательный день в истории Гомеля, который войдет в историю Гомеля, безусловно, как такой день свободы и глотка. Сколько много людей было. Сколько дармоедов, проституток, наркоманов и беспрацовных. Теперь, когда говорят, что все, в Гомеле у нас порядок, ничего, не хотелось бы, чтобы представители другой стороны понимали, что эти все люди, они
они не изменили свое мнение, что к этим людям присоединилось еще очень много, но что репрессиями нас, конечно, загнали под плинтус, да, это тоже следует признать. Да, я приехала туда, на площадь, пофотографировалась, видела момент подъема флага белорусского, слышала, как все закричали «Ура! Живе Беларусь!». И тогда еще ребятам, тоже, с которыми я встретилась, сказала, что человек, который это сделал, впоследствии очень сильно пострадает. Я думаю, что потому что это не останется без внимания. Но в тот раз, конечно, милиция, никто никого не останавливал. Никакой правопорядок не нарушался. Все было празднично, мирно, красиво и замечательно. Святлана, я сама была на плошчы, вела онлайн-трансляцию для телеканала «Белсат», і шмат было, конечно, моих сяброў. Яны все это были такие радостные, и вельмі часто чула я такую фразу: ну вот, дочакаліся. То бок была такая эйфория, скажем так. Что с тобой отбывалось по эмоциях? Да, что ты отчувала? Я, конечно же, была подвержена этой эйфории, как и все люди. И сейчас, вспоминая это, думаю, что какие мы все-таки наивные белорусы. И нам казалось, что вот хоп, сейчас и все вот это вот станет вот так, как... Есть, да? Да, все. Вот это уже оно, да. Но оказалось, что это только еще начало пути. И оно и понятно, абсолютно понятно. Мы взрослые люди и должны понимать, что когда называют цифру, что вот 26 лет устанавливался этот режим, то каких 26 лет? В 1917 году установился этот режим. И то, что происходит в Беларуси все эти годы, это, конечно же, продолжение коммунистического режима, все приемы коммунистического режима, устранение всех оппонентов, физические расправы, репрессии. Это все просто продолжение. Но только сейчас вот это происходит в Беларуси. Вельмі шмат людей все ж таки казали, нас палітыка не цікавіць. І вось гэта дыктатура, якая стала такая моцная і так распярэзалася, гэта таксама наступства гэтай ідэалогіі, гэтай пазіцыі жыццёвай. Нас не цікавіць палітыка. Все ж таки, як ты лічыш, чаму 20... Потому что, в принципе, і збіццё дэманстрантаў, і не толькі падчас затрымання на акцыі, але і пасля ў Раусе, там и порушение правов человека, и какие-то липовые криминальные справы. Это все было и ранее. Чему именно это зараз так торкнуло людей? Да, я не согласна с мнением, что именно сейчас диктатура стала такой махровой, потому что она стала такой махровой уже в 1996 году. Извините, когда исчезли с лица земли такие яркие политики, как Захаренко, Гончар и Красовский, когда они исчезли, когда их не стало, это уже был показатель махровости. Когда мы сейчас смотрим ролики Юрия Захаренко, который говорит, что я отказался выполнять преступные приказы президента, а он мне сказал, что будешь делать все, что я тебе скажу. Все, уже тогда эта махровость наступила. Но, конечно же, отсутствие интернета и отсутствие у нас вот такой всеобъемлющей информации делало нас немножко по эту сторону. Отсутность, то есть реально не было газет незалежных, да, не было Народной воли, не было Радио Свободы, не было нашей Нивы. То есть реально отсутность, ты докладно диаслово подобрала? Да, альбо просто люди не хотели отрымать эту информацию, и их все задовольняло? Не отсутствие, конечно, отсутствие, да, это слово неправильное, но не было такого количества, не было такого доступа к этому, как сейчас есть. То есть сейчас каждый человек уже обладает этой информацией. То есть есть отказность на людях за то, что зараз мы маем то, что маем? Ты эту отказность з их сдымаешь? Нет. Мы все ответственны за то, что мы позволяли себе молчать и это не замечать. Просто было время, когда у нас была возможность, они отдельно, а мы отдельно. У нас такая возможность была. Все эти репрессии, все существовало. Одна моя знакомая сказала, что это все было за закрытой дверью. А сейчас в этом году этот шлюз открылся, эта дверь, и все это хлынуло на нас и коснулось уже каждого из нас. Но на самом деле все мы видели, что это происходит. Мы все видели, что это происходит, что неугодных, ущемляются права то анархистов, то ЛГБТ, то не делается закон, не принимается закон о защите прав, о домашнем насилии. То есть, когда чьи-то права ущемляются, это говорит о том, что уже наши все права. И почему-то мы позволяли себе молчать.
Очень тяжело было. Я знаю, что в школе, когда нам принесли заявление о вступлении в Белую Русь, организация «Белая Русь», это делалось очень просто. Просто завуч по воспитательной работе, потом это называлось уже заместитель по идеологической работе, положил перед всеми заявление и сказал: заполняйте. Я посмотрела на нее внимательно, отодвинула это заявление. Она не стала настаивать, то есть, зная мою такую позицию определенную. Но, тем не менее, все спокойно написали это заявление и отдали. Всем спокойно сказали: сдавайте деньги на подписку, сдали. На Советскую Белоруссию сдавайте деньги, сдали. То есть, я не знаю, почему мы вот такое стадо безмолвное были так много лет, и вот что из этого получилось. Это отвратительно и очень стыдно. Твой удзел был не меў пэўныя наступствы для цябе, ты падверглася пэўнаму пераследу. Наколькі я ведаю, цябе змяшчалі ў ізалятар да суду, і мы з табой там, сказаць, убачылись не скажаш, пачуліся, да, зараз, да, пачуліся, мы зараз з табой гэта абмяркуем, але цікавая гісторыя, ты мне её распавядала, можа, гледачам таксама распавядзі. Цікава, як цябе затрымалі? Ты, здаецца, хацела схавацца все ж таки, так? Было 3 задержания. Вообще, самое первое мое задержание было, которого я вообще даже не ожидала и не могла предположить. Это было 31 августа, накануне 1 сентября. Мы копали картошку в деревне с супругом, а 30-го в Минске заблокировали людей в Красном костеле. И вот эти фотографии, ОМОН, стоящий цепью на крыльце Красного ОМОНа, и все вот эти эмоции, которые в интернете начались по поводу ассоциации с Хатынью, тоже очень сильно меня потрясли. И в женской группе, где мы собирались на женские вот эти цепи гомельские, на некоторое время мне дали возможность писать посты. Вот. И я абсолютно, сейчас уже понимая с революционным нашим, так сказать, опытом, как абсолютный лопух, от своего собственного имени посмотрела, что в минской группе девочки собираются пойти к костелу. И я написала, что девочки такой-такой, давайте пойдем к костелу в такой-то день, такого-то числа, пойдем к костелу и тоже там свои молитвы отдадим. Кто не может в костел, там православный храм. Вот это то, что я написала. И в этот же день пост я где-то разместила в 10 часов утра. И в этот же день, вот буквально через час, я находилась в доме, супруг на огороде, калитка у нас закрыта, потому что мы на огороде, калитка входная закрыта, постучали, он вышел. Я спокойно, нету, что его, я выглядываю в окошечко и вижу, что стоит милицейская машина. И сотрудники милиции стоят в милицейской одежде, и он с ними беседует. И беседует долго, беседует. Но я мужу много раз очень говорила, что меня здесь нет. Все. Будь хитрее. Да, будь хитрее немножко. Но он у меня оказался наивным парнем, он много лет назад сам работал в милиции 4 года, не смог работать, сказал, что я не могу работать в милиции, могут только подлецы. Это его слова, я цитирую, в связи с чем он сделал такие выводы, это уже ему держать, так сказать, ответ. Вот. И он с ними поговорил, приходит ко мне и говорит: Света, извини, пожалуйста, надо тебе проехать. И говорит это абсолютно спокойно, абсолютно без всякого эмоционального такого возбуждения. Говорит: не волнуйся, вы просто поедете, ребята составят протокол и тебя отпустят. Что ты ему сказала? Я потом ему сказала, все, говорю: хорошо, я собрала, у меня рюкзак, лекарства быстренько бросила, которое необходимо мне принимать там все время. Поехала, телефон был у меня в руках, один из сотрудников сидел за рулем, один рядом со мной, и произошел очень забавный такой случай. Значит, я сказала ему, что я позвоню дочери, сообщу, где я нахожусь. Я набрала дочь, включила камеру тихонько и вот так положила телефон и с включенной камерой его сфотографировала и тут же выбросила там один из гомельских чатов. После чего, как только я выбросила эту фотографию, раздался звонок на его телефон. Максим зовут этого товарища майора. Вот. И его супруга
его супруга ему сказала: ты почему разрешаешь себя фотографировать? Сейчас фотография твоя будет, и она очень громко эмоционально говорила, и мне было слышно дословно каждое слово. Сейчас эта фотография твоя будет в «Карателях Беларуси». Он тут же мне сказал: что вы сфотографировали? Я говорю: да. А вы мне как бы не запрещали фотографировать, ничего, у нас речи об этом не было. Все, выключайте телефон. Ну, я позвонила дочери, сказала, что я задержана, и там уже все вот это вот прошло, все, и я убрала телефон. Дальше мы приехали в отделение милиции. Вот. Ну, а тут задержание, я, конечно, эмоционально на это отреагировала, и у меня такие начались очень интенсивные изменения здоровья. И один из сотрудников милиции, который водил меня в туалет туда-сюда несколько раз, говорит: вызовите скорую, вы имеете право вызвать скорую. Он мне подсказал. Вот, и мы вызвали скорую. На самом деле, ну, по всем покам у меня температура немножко поднялась, и мне нехорошо было. И четверг, пятницу, субботу и воскресенье я находилась в инфекционной больнице. Мне покапали капельнички там. Вот. И моя лечащий врач вынуждена была дать расписку о том, что перед тем, как она меня будет выписывать, она оповестит сотрудников органов соответственных. И в понедельник меня выписали. Сын приехал за мной, но приехал за мной в то же время и выписку мое состояние здоровья. Я очень сильно была возмущена. Они мне на руки отдали, а им отдали. Они были в гражданской одежде. Олеся Николаевна и Максим, не помню его по отчеству, это товарищ майор. Вот они же были, кто меня и задерживали, опрашивали. И они сразу посадили меня в машину в Джили, эту прекрасную. Вот, и сын тихонько поехал за нами. Я им ничего не стала говорить, что сын. И поехали они. И куда мы едем? Они сказали: мы едем на Кирова. Ну, как всегда. То есть, говорят, называют одно место, а оказывается, мы в другом месте. Мы приехали в суд железнодорожного района. Завели меня через какой-то задний проход, через черный ход, как самую особо опасную преступницу. Я им сказала, что мне нужен телефон, у меня есть адвокат. Дети мои заключили договор с адвокатом в это время, пока я была в больнице. Сказали: нет. Я возмутилась, сказала, что нет, тогда я буду стоять здесь и не пойду. У меня есть адвокат, и я имею право, чтобы он был на процессе. Я позвонила адвокату, но, естественно, за 3 минуты она не могла, так сказать, оказаться на месте суда. Все, и через задний ход мы зашли в зал, зашел судья, они вдвоем сели, сотрудники сели в гражданской одежде, никаких свидетелей, никакого, ничего. Он быстренько зашел, быстренько в 12:58 мы зашли, в 13:02 мы уже вышли. Сыну в центральном входе сказали, что нет, такое дело сегодня не рассматривается. Гэтыя міліцыянты, якія все это ліпавыя справы, якія хапаюць людзей, фактычна выкрадаюць іх там, хотя спокойно могли просто позвы нам прислать, но чему-то нас хапают на улицах, тягнуть у раусы там. Ну, особисто меня просто утрымливали еще до выборов, утрымливали 8-9 гадзінаў, просто я сидела и чекала, пока скончится акция. То есть меня схапили на улице, я им сказала: это выкраданне, выбачайте меня, и гвалтоўнае утрымліванне у милиции. Табе цікава, ввогуле, ты думаешь про іх, вот про гэтых людей, что-то такое, их психологічны портрет тебе цікавіць, як лічыш, яны переживаюць, іх там сумление грызе, что яны робяць незаконныя рэчы, ці нічого асабістага, just business? Я уверена, что они не переживают. То есть я так поняла, что у них есть такая установка, как бы проводить беседы такие между делом, так, в дороге, там, пока ждешь, пока составление протокола, то есть они так между делом как бы разговаривают. Они убеждены, что они делают правое дело. Они убеждены, вот это штамп «вы змагары», а мы за государство, а вы за развал государства, вот эту всю чушь вот эту они говорят, и они убеждены, что это есть так на самом деле. Они убеждены, что кандидат номер 1 набрал 80%. Я не понимаю, как можно не понимать того, что он сфальсифицировал. Это абсолютно очевидно, что есть доказательства, там, аудиозаписи, испорченные протоколы, лживые протоколы, это все есть, а у него доказательств его победы никакой нет. Но они убеждены в своей правоте, это во-первых. Во-вторых, очень много раз люди, которые имеют опыт, вот вроде тебя, Лариса, или кто-то еще там из наших общих знакомых, всегда говорят: не верь тому, что говорят тебе в милиции. Я убедилась, что это так есть на самом деле. Сплошная ложь, то есть тебе говорят одно, тебя туда везут, на самом деле тебя туда везут. Тебе говорят: это можно, оказывается, это нельзя, это нельзя. То есть сплошная ложь. Нет, не верю, что у них есть совесть. Не верю. Почекай, ты только что сказала, что яны ідэйныя.
Да, да, они за идею, сражаются за идею. И эмпатии, или с этой точки зрения, что какой-то эмпатии, сочувствия и желания нас понять или услышать, у них нет. То есть из-за этим по отношению к нам у них нет совести никакой. Задержание закончилось 20 базовыми штраф. Света, вот изолятор. Тебе это уразила установа? Да, это отдельное впечатление. Уже второй раз, когда меня задержали из дому, это была пятница, и я прочитала уже во всех телеграм-каналах, что задержание активистов, и как бы морально я была готова. Приехала с вечерней покатушки, остался на коридоре велосипед, и мне нужно было выйти его поставить. Я вышла, а тут сотрудники милиции уже стоят. Тот же самый Максим, товарищ майор. Нужно проехать. И я говорю, хорошо, сейчас соберусь. В связи с чем? Приедете, узнаете. И меня, конечно, уже в этот момент я очень сильно была возмущена. Я так орала на них в машине, я очень сильно материлась. И говорила, что вообще, что вы творите, с кем вы сражаетесь, вы меня забираете с дивана. Ну, то есть я очень много, большой эмоциональный текст, и они молчали. Меня очень удивило, они вообще тихонечко, как мышки, молчали. Вообще тихонько, ни слова. Все, мы приехали уже... Я не помню куда, на Кирова, да, мы приехали на Кирова, я очень благодарна, что очень быстро успели связаться мои дети в тот момент, и девочка, подруга моего сына, передала теплые вещи, пока еще я была там, как потом поняла, это называется обезьянник, вот мне посчастливилось быть в этой клетке, ну все, опять начался опрос, оказывается, в сети смутила моя фотография 6 августа, я ездила к сыну, он живет в районе Парка Победы, и как бы ты к нему ни шел, транспорт не работает по выходным в Минске, в те дни тогда все, метро никакой не работает, ничего, и ты идешь туда, и как бы ты ни хотел обойти, но ты не обойдешь. 6 сентября было там 200 тысяч человек, было не менее на проспекте Победы, проспекте Независимости. И я, конечно же, видела этих людей, я, конечно же, на их фоне фотографировалась, люди фотографировались с большим знаменем, у меня сейчас эта фотография, я очень люблю, есть фотография у меня улицы имени Максима Каца, девочка несла, я попросила сфотографировать, то есть и немножко я прошла с ними, не от начала до конца, но прошла, и фотографии несколько выложила тоже в сеть. За это на тебе склали протокол да, по на это меня, 23-34. да, за участие 23-34. И уже привезли меня тебе. уже, да, наконец-то Это меня. была пятница, да, напевно, это да, была чи пятница. вечером? Пятница. В пятницу вечером я попала в ИВС. Еще интересный момент, потом я дальше о нем расскажу. В этот день я встречалась со своей, откуда я приехала на велосипеде, я встречалась со своей бывшей ученицей, которая в Москве сейчас очень успешно ведущей работает, арт-директором бара знаменитого. И мы с ней встречались в кафе, съели по пироженке, и побеседовали, пообнимались, посмеялись, все. И все, я уехала в ИВС, значит. Ну и вот я там была. Меня очень впечатлило это учреждение. И я хочу сказать, что я об этом уже много написала и сказала эту фразу, что никакие проститутки, никакие наркоманы, воры и даже убийцы не должны содержаться в таких условиях. Это средневековье, просто настоящее средневековье. Что тебя так там уразило? Во-первых, унитаз там, где живут люди. Ну, ё-моё, ну повесьте хоть какую-то клеенку. Ну это же, ну куда это годится? Я тихонько ходила в туалет, когда ночью спят люди. Это потому, что он по-другому, я стояла как не есть, чтобы никакого вот этого вот всего. Это же ужасно просто. Ладно, холодная вода. Ладно, там девочка как за что-то там безнравственная была арестована, такая тихая, спокойная девочка, ну такая забулдонистая, прошу прощения за это слово. Вида она спокойно очень накурила все время. Я даже ей была благодарна, потому что этот запах лучше сигарет, чем вот этого вот. И вот это окошко вверху, и свет этот горящий, все это, конечно, меня очень сильно. Но единственное, что меня выручало, этот пакетик лекарств, который у меня с собой там был. У меня там оказалось снотворное, я его брала, мне выдавали в окошечко, и даже напоминал этот сотрудник, который там сидел, как там называются они, не помню уже, он напоминал: вы приняли свое лекарство? Я очень благодарила его за заботу и с удовольствием принимала после обеда и после ужина таблетку снотворного и спала. И вот потом, кстати, когда прочитала, что там на Окрестиной где-то еще запрещали днем лежать, этого в Гомельском изоляторе этого нет. То есть, ну, нормально, лежала сколько хотела, все спокойно было. И потом в воскресенье утром, с субботы на воскресенье уснула, и открываю глаза, и передо мной вот эта девочка, моя ученица Марина, она знаменитая очень ведущая, и я так поняла, что она воспользовалась, может, какими-то своими знакомствами, и пришла меня навестить в ВВС. Но оказывается, что ее задержали, она шла с друзьями вечером по городу с бело-красным белым флагом, и ее привезли тоже, мы с ней вот в одной камере провели время до суда. А як ставились до тебе супрацоўнікі?
Ну, во-первых, первый раз, когда меня задержали, мы еще не успели от моей деревни Рудня-Маримонова доехать до Цикунов, уже были материалы в «Сильных новостях», в Тутбае, и они это отслеживали и уже знали. И только мы доехали, они говорят: о, уже на Тутбае есть. То есть, вот. И я думаю, что это, наверное, вот огласка и придание такого огласки такой сдерживало их. И я не могу сказать, что мне грубили или применяли меры какого-то физического воздействия. Нет, этого ничего не было. Очень спокойно со мной разговаривали, кофе предлагали. Вот, то есть абсолютно спокойно задавали. Ну, спокойно выполняли свою работу. Эмпатии, какого-то сочувствия я у них не видела, но и грубости, там какой-то излишнего хамства нет. Единственный раз, второй раз, когда меня задержали, мне нахамил один сотрудник. Я в обезьяннике где-то часа 3, наверное, была. Не было транспорта, чтобы нас завезти в ВВС. Я попросила, что, может быть, вы мне стул какой-то дадите. Он сказал, что мы вас сюда не звали. Сидите, как сидите. Я говорю, ну, как бы, я и сюда и не просилась. Но потом там есть один сотрудник, его зовут Сергей, точно знаю, 2 раза. Он мне встречался на моем пути, так сказать. И он пришел, сказал: Николаевна, вам может стульчик дать? Я говорю: да, Серега, когда мы победим, я за тебя замолвлю словечко. Вот это, так вот мы с ним познакомились. Вот, а так я не могу сказать. И что касается ВВС, тоже они делают просто спокойно, монотонно, делают свою работу. Никакого вот это все. Ты ела эту тюремную ежу? Ну, это едой назвать, я бы не стала это называть едой. Я была вообще поражена и думаю, что, наверное, повара, которые это готовят, они проходят какие-то специальные курсы по исковерканию продуктов, по превращению их вот в эту вот баланду. Я не знаю, как возможно. Как их это не унижает, что они такое готовят. Мне кажется, что в моем детстве, когда дедушка с бабушкой готовили еду для поросят, она была более приличного запаха и вида, чем вот это то, что они там дают. Ну, мне быстро очень перенесли передачу мои дети, и я там обходилась кусочками сыра, там какими-то сладенькими вафельками. Что ты думала про, вось, коли ты там за тобой закрылася дверь? Ну, вот еще коли не коли там тебя обшукивали, там примушали голый приседать, там что, ну, и коли уже зместили тебя в саму камеру, что ты увогуле, вот, какие думки у тебя были? Я понимала, что все то, как там выглядит, все, как это все обставлено, вот это лицом к стене бесконечно, это присядьте, все это работает на унижение человеческого достоинства, на подавление воли и на то, чтобы ты больше никогда не хотел туда попадать. Я это прекрасно видела. Я держалась очень спокойно, я умею в такие моменты жизни, там, вот перед операцией, вот в момент предбанника, то есть какие-то такие сильные моменты жизни, у меня как-то концентрация такая со мной случается, я держусь очень-очень спокойно, абсолютно. Я не хамила и не разрешала, то есть на себя слишком, то есть приседать я не стала столько раз, сколько нужно, сказала, что ну и поищите, я там, что вам нужно. Но. Вот. Потом, когда там, выняла руки из карманов, прикрикнул на меня один в коридоре, я говорю, а мы что, в тюрьме? То есть еще мы не осуждены, я еще не преступница. И что за вообще? Второй на него сказал, так, ладно, давай потише. То есть как бы они, если им говорить свои какие-то права, то они немножко так попускают их. Вот. Ну и это видно, что система заточена на подавление человека. Но наколькі я ведаю, што ты тебя гэта не вразумела, што называецца з міліцэйскай кропкі гледжання, так, і ты ўсё ж такі працягвала займацца нейкай актыўнасцю такой пратэснай. Распавядзі гэты эпічны выпадак, калі вы пайшлі з дзяўчатамі ускладаць кветкі да помніка княгіні Ірыны Паскевіч, так, и тут пачалося маски-шоу практично одразу. Я не могу сказать, что меня это не вразумило, потому что был момент, вот первую неделю после того, как я оказалась дома уже, я плохо себя очень чувствовала, и несколько панических атак у меня было, и, то есть как бы организм отпустил нервную систему, и таких выхлопов несколько, там паранойя некая началась, типа за мной, вот каждая машина милицейская, да, каждая машина милицейская моя. Ну, у меня дочь психолог, слава богу, она быстренько меня кому нужно направила, мне что нужно назначили, подкорректировали, там что-то, какие-то таблеточки я начала принимать, и так пришла. Ну, и ничего не делать это просто невозможно. Это не в моем характере, то есть я и так всегда, то есть это активный образ жизни, у меня гражданская позиция всегда очень активная. Ну, а сейчас в такое время сидеть и ничего не делать невозможно. Вот. Ну, и фотосессию мы красиво очень сделали, красно-белую, наверное, ты видела, там девочки
девочки в красных и белых одеждах на берегу, да, вот это было одно такое, это вот тоже после этих всех задержаний уже. Ну и потом у нас, значит, появилась День учителя, я сама учитель, появилась идея, к Ирине Паскевич заявить, ну давайте рано утром, чтобы уже никто к нам не приставал, в конце концов. Вот. И на самом деле я думала, что больше. И потом я рада была очень, что людей мало оказалось, потому что чем больше людей было бы, то есть больше пострадало. Нас оказалось там 5 человек. Мы приехали в 7:30, и мы заметили, что на крылечке ГЦК на велосипеде, у нас в Гомеле есть стихарь на велосипеде. И он там был на крылечке, мы заметили. И говорим, что такого, вроде стихарь за нами есть. И тут же через 10 минут прилетели эти бравые ребята. Они были удивлены, что нас так мало, там паникали немножко. Света, почекай, это же мапауцы, так? Они повыскокували там, это маски-шоу было. Да. То есть это же не просто милиционты вас затримали, пришел участковый, сказали, что вы тут робите. Это было с ОМОНом было в этот момент, я впервые их увидела не на картинке, а вот вышли высоченные хлопцы, широкоплечие, в черной в этой всей своей амуниции. Ну, говорят, что 2 было автобуса, но мне показалось, что 3 все же было автобуса, потому что в одном из них я ехала, еще одна девочка и мой велосипед. Ну и под белые ручки вас и Да, и нас все, мы задержаны, хотя мы говорим, у нас есть паспорта с собой, давайте вот для установления личности устанавливается вот паспорт, вот все, велосипед, я, может, здесь пристегну, его заберут. Нет, мы заберем его с собой, и его тоже под черный руль прям занесли туда, красный, этого политических цветов, и вы в одежде политических цветов, и вы выложите эти фотографии в свои эти оппозиционные каналы, и что? Вот. Но потом я поняла, почему это их возмутило, потому что они понятия не имеют, кто такая Ирина Паскевич, и в их рапорте она превратилась в Сускевич. Вот. Они понятия не имеют, что День учителя, что человек этот связан каким образом мог бы с педагогикой, да, с установлением образования в Гомеле. И интересный такой момент тоже был, тоже связанный с Днем учителя. Значит, следователь, который меня допрашивал, он сын учительницы белорусского языка моего сына. Вот. И я ему говорю, что, ну, маму, наверное, ты так не поздравляешь. Фамилию увидела, спросила, он говорит, да, это моя мама. Я говорю, ну, это учительница моего сына. Говорю, я привет передаю тоже и поздравления маме с Днем учителя. Вот. И мы были целый день там. Нас это очень сложное дело. Ну, 2 человек, одну, кстати, даму из нас увезли с микроинсультом оттуда, а вторую увезли с высоким очень давлением, сразу еще не поднимая туда в отделение. И я слышала, что очень кричали. То есть нас всех по разным кабинетам развели. И слышала, что в одном из кабинетов очень сильно кричали. Я не стану говорить, что на кого-то из женщин кричали, но слышала, прямо орал мужик на всю силу, матерился, орал. Вот. И нас все время опрашивали. Я все время просила позвать адвоката. Говорила, что мне нужно, чтобы дочь передала мне лекарства. Я была уверена, что нас задержат. И нас бы, конечно, и задержали. Но у меня в рюкзаке остались бело-красные ленточки, которые мы хотели завязать на заборчик Ирины Паскевич, сфотографировать и снять. Не успели это сделать, поскольку все так стремительно очень произошло. И я, конечно, очень сильно волновалась и знала, что если эти ленточки обыщут и найдут, то, конечно. Я пошла в туалет, и там уборщица собирала в большой этот мешок весь мусор, и я вынуждена была совершить такое вот деяние. Да. Я эти ленточки выбросила в этот мешок. Ну и потом нас на самом деле обыскали очень тщательно. И что мне еще поражает, про то, верить им, что нельзя. Вот девочка обыскивает, и телефон в моих руках, покажите телеграм-каналы, ну посмотрите, на какие я подписана телеграм-каналы. Откройте, да, пожалуйста, посмотрите. Телефон я держу все время в руках. Вот тебе я тогда имела возможность несколько сообщений написать и дочери. Все, и положите сюда телефон. Я говорю, нет, телефон будет в моих руках. Не волнуйтесь, пожалуйста. Просто положите, мы просто вот, ну такая процедура, мы же должны вот просто. И тут этот телефон только оказывается на столе, он тут же оказывается в конверте под печатью и в сейфе. Все, то есть, ну вот тебе ваша стала наша. Тебе, да, вот просто врут в глаза. Дурать. Ну, да. И потом еще меня удивило, значит, позовите адвоката. Хорошо, сотрудник выходит и исчезает, никого нету. Приходит другой сотрудник, опять ему там говорит что-то, то-то, он говорит, хорошо, уходит опять. И так целый день до 6 часов вечера. Наконец-то все протоколы составлены, мы опрошены, обысканы, телефоны изъяты. Все, вы можете быть свободны. Я говорю, ну, у меня изъят телефон, у меня дорогой телефон, во-первых. Дорогая вещь. Вы придете через 10 дней и заберете. Я говорю, я приду через 10 дней, и ваш дежурный скажет, идите.
Вот дайте мне, да, и дайте мне, да, и в течение 2 часов, с 6 до 8, я там упорно выходила, сидела одна в кабинете, выходила на коридор, говорила: отпустите меня, дайте мне протокол об изъятии телефона, кто-нибудь, я здесь, сидите. То есть это просто уже было вот реально маски-шоу. В конце концов они сделали копию протокола обыска, отдали, там было написано, какой телефон, какой марки. И нас отпустили, вот, и через 10 дней сообщили нам, что административный процесс не начат за отсутствием состава преступления, ну и понятно было, собственно, сразу, и телефон, слава богу, вернули. Рэвалюцыя зацягнулася, зараз распачалася ўжо такое адчуванне, што контррэвалюцыя. І скажы мне, што ты зараз думаеш, наколькі ты аптымістычна настроена, ну, відавочна, што рэжым доўга не працягне, але ўсё ж такі колькі, на тваю думку, яшчэ яны маюць рэсурсаў і наколькі яны ўсё ж такі запалохалі грамадства зараз, наколькі імаверна, што пратэсты узнавятся, коли придет тепло, ожидание переменов. Что касается ресурса власти, то он, конечно, велик. Это стоит признать, что репрессивный аппарат силен, и ресурс достаточно силен. И я перестала себе задавать вопрос, сколько времени это может еще продлиться. Абсолютно очевидно, что это скоро закончится. Но скоро это какой-то срок, год или 1,5 или 1 месяц. Я уверена, что это может и вдруг случиться, что могут случиться какие-то вдруг события, как и мы все вот этого ждем, что что-то может случиться вдруг и быстрее будет. Но вообще это понятно, что это путь, и что самое главное сейчас в этом всем понять, чтобы не удариться в депрессию и пессимизм, понять, что это путь, что это процесс формирования гражданского общества, что на самом деле белорусское гражданское общество сформировано, что вот эта вся солидарность, все эти фонды поддержки замечательно работает, что мы справляемся и что мы никуда не денемся. И протест, да, он с улиц ушел, он ушел в партизанщину. Ну, чем я, например, лично занимаюсь, я не стану сейчас публично говорить. То есть мы все занимаемся некой партизанщиной. То, что я публично могу делать, это какие-то писать новости, посты в своих социальных аккаунтах, где-то интересное что-то постить, где-то высказывать свое мнение. Я это продолжаю делать, это мне дает выход моим эмоциям. Вот. Ну, еще какая-то некая деятельность есть, которую озвучивать нельзя, поскольку, ну, партизаны же не могут рассказывать, где они там, какие мины подкладывают этим паровозам. Вот. Ну, а то, что еще много судеб будет поломано, к сожалению, приходится это констатировать. Это очень сильно болит. И каждое утро, уже вроде хороший день, вот вчера Игорь Лосик прекратил голодовку, слава богу, парень будет жить. Сегодня раз я читаю, что 60-летнюю женщину, больную онкологией, что ее задерживают на 15 суток в связи с тем, что она держала значок Виктории сигналищем автомобилем. Но это очень больно. И сколько еще таких судеб будет поломано? Вот это да, это мы очень цену такую платим. И у меня был такой момент, когда я хотела тоже уехать из Гомеля, когда было такое ощущение нависшей такой угрозы. Вот. Но я подумала и решила, что нет, я остаюсь здесь, я со своей семьей. У меня очень пожилая мама, и она без меня не может, я ее обслуживаю практически. Я никуда не собираюсь ехать. И то, что мне будет суждено, то и будет суждено, как и всем нам. То есть да, мы за это платим свою цену. Но я уверена, что вот эти все прекрасные фразы, которые мне очень нравятся, что фарш назад не провернешь, зубную пасту в тюбик назад не засунешь, это так и есть на самом деле. Люди, которые были против фальсификации выборов, против насилия, они никуда не делись. А наоборот, уже моя мама, 80-летняя заядлая лукашистка, которая смотрит телевизор в силу того, что не выходит никуда, и то она уже понимает, что власть перегнула палку. Ну, на гэтай аптымістычнай ноце мы, напэўна, скончым наше інтэрв'ю, і я хочу пажадаць табе асабіста і ўсей краіне, ўсім нам прачакаць як мага хутчэй гэтых светлых дзён, калі ўсё-такі цемра будзе пераможана, калі мы зможам все ж таки самі абіраць уладу, мець магчымасць абіраць уладу, ўплываць на прыняцце рашэнняў, калі над намі не будзе аўтарытарнага дыктатарскага рэжыму, і калі ўсё ж таки мы
ну, пачнем людзьмі звацца. Спасибо, Лариса, что ты меня тоже пригласила. И тебя я тоже очень благодарю за твою деятельность, за то, что ты делаешь. Ты очень нам нужна в Гомеле.